прошлом видео мы говорили о химических реакциях, которые представляют из себя определенную химическую систему. И обычно эти химические системы находятся в равновесии, и они подвергаются определенному внешнему воздействию. При этом случае в ней возникают разные процессы, которые стремятся ослабить это воздействие. Итак, в сегодняшнем видео мы поговорим о принципе Ле Шаттелье. Для того, чтобы лучше понять этот принцип, давайте рассмотрим простую химическую реакцию. Два вещества А и Б взаимодействуют друг с другом, и в результате чего появляется продукт С. Для того, чтобы объяснить принцип лучше, мы рассмотрим обратимую реакцию, которая изображается двойной стрелкой. Двойная стрелка обозначает обратимую реакцию. И в случае обратимой реакции вещество С расщепляется на вещества А и Б, в то время как при протекании прямой реакции происходит образование вещества С из вышеупомянутых А и Б. Когда вся эта общая система находится в химическом равновесии, скорости прямой и обратной реакции одинаковые. То есть в одной точке данной системы образуется молекула вещества С, а где-то в другом месте другая молекула вещества С распадается. Итак, для объяснения принципа Ле Шаттелье мы рассмотрим 4 фактора, которые влияют на равновесие системы. Итак, первый фактор – это изменение концентрации. Давайте рассмотрим пример процесса Габера. То есть у нас есть азот, водород и формируется аммиак. Итак, если равновесную систему, состоящую из азота, водорода и аммиака, добавить, например, азот, то равновесие должно сместиться в направлении, которое способствовало бы уменьшению количества водорода в сторону его исходного назначения. Это означает, что в направлении образования дополнительного количества аммиака, то есть вправо. Если у нас при добавлении азота равновесие смещается вправо. При этом одновременно произойдет и уменьшение количества водорода. При добавлении в систему водорода же также произойдет смещение равновесия в сторону образования нового количества аммиака. То есть также, если мы добавим еще больше водорода, равновесие сместится вправо. Если же концентрация изменится для аммиака, то есть его количество увеличится, то, соответственно, наше равновесие сместится в противоположное направление, то есть влево. И оттуда мы можем понять, что изменение концентрации может означать его уменьшение. То есть уменьшение азота повлияет на равновесие, и повлияет оно отрицательно, точнее повлияет на обратную реакцию. Точно так же это касается и водорода, и аммиака, к примеру. Второй фактор, который влияет на изменение равновесия в реакции, это изменение давления. Влияние давления имеет смысл, если в исследуемом процессе принимают участие газообразные вещества. Итак, давайте же рассмотрим тот же самый пример – Габер-процесс, процесс Габера. Итак, если полное давление равновесной системы увеличивать посредством уменьшения ее объема, то равновесие сместится в ту сторону, в которой уменьшается объем, что означает в сторону уменьшения числа молей газа в системе. Допустим, в этой реакции мы видим, что общее количество молей в левой стороне является 4, 3 плюс 1, а в правой стороне 3 моля. Что означает, в прямой реакции при взаимодействии азота и водорода и формировании аммиака давление уменьшается, вследствие чего рост давления будет способствовать образованию дополнительного количества аммиака, то есть равновесие сместится в правую сторону. Если мы пометим давление как P, его увеличение, как мы поняли, сместит равновесие в правую сторону. Соответственно, мы можем понимать также, что в этом случае, если мы уменьшим давление, то равновесие сместится в
левую сторону. Если же мы рассмотрим пример реакции йода и водорода, в котором формируется кислота, то мы видим, что общее количество молей с левой стороны и с правой равно. А в этом случае означает, что изменение давления никак не влияет на равновесие в этой химической системе. Поэтому ни ее увеличение, ни уменьшение никак не повлияет на равновесие. Итак, третий фактор, влияющий на равновесие системы, это у нас температура. И, конечно, для того, чтобы лучше понять, как температура влияет на изменение равновесия, мы рассмотрим уже знакомую для нас всех реакцию процесса Габера. Но в этом случае мы уже рассмотрим ее в качестве экзотермической реакции. То есть мы видим, что выделяется определенное количество теплоты. И количество это равно 22 килокалориям. И так как мы видим, прямая реакция у нас протекает с выделением теплоты, а обратная с ее поглощением. И при увеличении температуры равновесие этой реакции смещается в сторону реакции разложения аммиака, то есть влево, так как она является эндотермической и ослабляет внешнее воздействие повышения температуры. Напротив же, охлаждение системы приводит к смещению равновесия в направлении синтеза аммиака, то есть вправо, так как реакция является экзотермической и противодействует охлаждению. Таким образом, рост температуры благоприятствует смещению химического равновесия в сторону эндотермической реакции, а падение температуры в направлении экзотермического процесса. Константы равновесия всех экзотермических процессов при росте температуры уменьшаются, а эндотермических процессов увеличиваются. И четвертый фактор, о котором я хотел поговорить, это использование катализаторов. Катализаторы – это такие химические вещества, которые влияют на скорость реакции. То есть в данном случае, при рассмотрении обратимых реакций, мы рассматриваем две реакции. Прямую и обратную. В этом случае использование катализатора влияет на скорость и прямой, и обратной реакции. И изменяется скорость приближения к состоянию равновесия. Но при этом очень важно знать, что использование катализаторов никак не влияет на позицию равновесия. Что означает, что использование катализаторов никак не смещает равновесие ни вправо, ни влево. Итак, в конце хотелось бы сказать, что принцип Ле Шателье также применим к таким реакциям, в которых компоненты находятся в различных фазовых состояниях, которые мы называем гетерогенными реакциями. Тогда речь будет идти о гетерогенном равновесии. Например, карбонат кальция формирует у нас оксид кальция и углекислый газ. Итак, очень важно знать, что и карбонат кальция, и оксид кальция являются твердыми веществами. И в этой реакции газ и два твердых вещества находятся между собой в равновесии. В нашем случае константа К равна концентрации газа продукта. Это выражение показывает нам, что неважно, какое количество карбоната кальция, оксида кальция содержится в равновесной системе, пока в ней присутствует хотя бы незначительное количество любого из этих веществ. Таким образом, на равновесие системы любых реакций мы помним, что у нас влияет изменение концентрации. Если вещество не является твердым веществом, второй фактор у нас это давление. И третье – температура. И четвертое мы говорили о катализаторах. И, как
мы сказали, катализаторы никак не влияют на смещение равновесия в одну или другую сторону. Все.